Доброе утро, дорогие друзья! На часах 7:00 телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей. Мы готовы вам сегодня, конечно же, как обычно, с утра подарить бодрость и позитив. Ну и, конечно, желаем вам, чтобы этот день принес вам удачу, счастье и новые возможности. Мы работаем в прямом эфире. Если вдруг вы что-то упустили, пропустили или желаете пересмотреть, всегда можете сделать это на наших социальных страничках. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. Сканируем, добавляемся и следим за последними новостями. Итак, ну и как всегда, первый вопрос с утра. Какая же у нас погода за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. В заречной группе 17-23 выше 0. В южных 12-25. В Вилюйской группе до 24 градусов тепла, в Нижнеленских до 22, в западных 14-24 выше 0. В Колымо-Дигирской группе Улусов 12-16 со знаком плюс, в Янских 13-16. На северо-западе ожидается до плюс 25 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 32 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 25 градусов. Ну а теперь давайте поговорим о настоящем технологическом прорыве в мире погодных условий. В Японии изобрели холодильник, специально предназначенный для людей. Там придумали, как спасаться от жары с помощью человеческого холодильника. Возможно, это звучит как фантастика, но выглядит как обычный торговый автомат. Заходишь внутрь, садишься, и тебя обдувает холодным воздухом. Температура внутри около 15 градусов, а в область головы и шеи подается вообще 5-градусный поток. Создатели обещают эффект уже через 5 минут, а за 10 можно вообще прийти в себя после теплового удара. Придумали это для строителей, складских работников, для тех, кто вынужден работать на жаре. Работает 20 минут, потом отключается. И такое удовольствие, правда, стоит недешево, около 700 тысяч рублей. Пока только для компании, но в будущем, говорят, такие холодильники могут появиться на улицах, как автоматы с газировкой. И это не просто так. В Японии этим летом рекордная жара, под 40 градусов. Люди уже массово падают с тепловыми ударами. Ну а теперь представьте, как эти передовые технологии сочетаются с древней мудростью японской косметологии. В той же Японии давно известен уникальный массаж под названием каруги. Это техника, которую называют ручной пластической операцией. Только вот этот массаж, конечно же, известен не всем. Он омолаживает кожу и воздействует на костную структуру лица, возвращая ему молодость и свежесть. Поэтому давайте сделаем такой массаж вместе. Доброе утро! Сегодня я вам покажу технику японского массажа, который уберет отеки с лица. Так, мы слегка приоткрываем нижнюю челюсть и мы ладонями снизу вверх делаем похлапывающее движение 6 раз. По периферии, посередине. Это очень хорошо способствует раскрытию именно лимфатического узла на лице. Идем на второе упражнение. Ладонью мы от центра лица плотненько скользим до периферии, до ушей. И также мы скользим по шее вниз в зону под ключицы. Так мы делаем тоже 6 раз. Плотненько. Представьте то, что у вас здесь очень много жидкости скопилось, и вы хотите, чтобы эта жидкость текла по периферии, это боковую часть лица, и также стекала под ключичную зону. Очень хорошее упражнение, которое убирает отеки, особенно утром. Третья лобная часть мы тоже слегка поглаживающим движением от центра к периферии мы делаем такие вот поглаживающие движения. С каждой стороны можете сделать по 5 раз. Всего получается 10.
Упражнение 4. Здесь у нас тоже есть очень много лимфатических узел, которые скапливаются, и вы видите мешки под глазами. Что мы делаем? Берем средний и безымянный палец обеих рук, и получается от центра мы скользим по верхней глазнице и по нижней глазнице в сторону, и встречаются все пальчики в висковой зоне. Мы очень деликатно в этой зоне работаем. Вы можете применить жирный крем или массажное масло, чтобы у вас пальчики скользили по этой зоне, верхняя глазница и нижняя глазница. Это упражнение вы можете делать с каждой стороны по 10 раз. И пятое упражнение, это последнее. Мы работаем с подъязычной мышцей. Здесь у нас тоже скапливается очень много жидкости. Да? Здесь у нас много лимфатических узел. Мы большим пальчиком проникаем прямо вовнутрь. Это у нас нижняя челюсть. Да? И делаем вот такие вот от центра опять к периферии. Мы большим пальчиком втапливаемся и делаем такие вот массажные движения. Можете сделать 10 раз. Всего лишь 5 простых упражнений, и вы избавитесь от утренних отеков, особенно под глазами. До новых встреч! Ну а сейчас мы рады предоставить слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов. Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос поддержки наших солдат, офицеров, сотрудников правоохранительных органов и их близких – ключевой приоритет в работе депутатов. Предлагаемые нормы позволят проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. Действующее законодательство не определяет момента, с учетом которого должны индексироваться размеры подобных пособий. В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы. Инновационное устройство использует ультразвуковую абляцию, новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов. Разработку выполнили с применением отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%. Высокотехнологичное устройство разработали в Центре мозга и нейротехнологии ФМБА совместно с госкорпорацией Ростех. Ну а тем временем МВД подготовило изменения в регламент сдачи экзаменов на права. Проект приказа ведомства о внесении изменений в административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Изменения требуются для реализации майского постановления правительства России, меняющего правила сдачи экзамена на водительские права, а также закона о безопасности дорожного движения. Согласно изменениям, итоги экзамена аннулируют, если сдающего уличат в использовании средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронного вычислительной техники, справочных материалов и прочих средств хранения и передачи информации. В связи с этим проект приказа МВД дополняет регламент аналогичной нормой. На рынке в Якутске начался сезон местной сельхозпродукции. Свежие овощи и ягоды активно поставляют на прилавки фермерские хозяйства из Сабаги, Покровска и Тулагина. Сегодня килограмм огурцов или томатов можно приобрести в среднем за 350 рублей, а спелую клубнику за 2000. Горожане признаются, что столь высокая стоимость сезонного урожая ощутимо бьет по кошелькам. Местные же производители объясняют ценовую политику обострившейся в этом году конкуренции, которая заметно усложняет сбыт товара. Если бы это не было как хобби, то нету большого смысла выращивать. То есть это надо любить, тогда это имеет смысл. Вот сейчас вот походите по рынку, найдите еще огородников. Раньше огородников было много, а сейчас все огородники закончили свою деятельность. Кого-то вот не устраивает, что люди все хотят подешевле, а без всякой химии как бы подешевле вырастить не получается. Соответственно, цена немножко повыше, чем на привозное.
День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу, и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми. Думаю, цитата, это положительно скажется и на демографии. У родителей первоклассников появится еще один особенный день, посвященный ребенку. Ведь детей нужно поддерживать, особенно в такой важный момент, добавил он. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». 105 детей Мирнинского района вместо отрядных дискотек штурмовали полосу препятствий в касках и светоотражающих жилетах. На базе лагеря «Орленок» корпоративный университет «Алроса» провел для ребят фестиваль безопасности. Юные орлята изучили и примерили средства индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий на велосипедах и посоревновались в интерактивных заданиях. Фестиваль – шаг к подготовке будущих профессионалов, которые позаботятся о безопасности, условиях труда и защите жизни и здоровья сотрудников компании. Тематические мероприятия для детей организовали «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей страны. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. На календаре 27 июля, и сегодня этот день – это, конечно, настоящий праздник необычных дат и традиций. Так, например, сегодня отмечают день, когда мир, конечно же, как обычно, отмечает какие-то классические праздники, но еще и увлекательные. Например, сегодня отмечают День прогулки с комнатными растениями. Шуточный праздник, который предлагает владельцам растений вынести их на свежий воздух. Чем еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 27 июля. Сегодня отмечают День работника МФЦ в России. По народному календарю День Акилы Дозоры. На Руси в этот день было принято угождать полевому, невидимому духу, хозяину поля. У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год. Этот день в истории. 1694. Основан Банк Англии. 1794. Во Франции произошел Термидорианский переворот. 1830. Во Франции в этот день началась июльская буржуазная революция. 1900 год. День рождения гамбургера. 1921. Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. 1952 состоялось официальное открытие Волго-Донского канала. В этот день родились Денис Давыдов, русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан. Людвиг Нобель, шведский предприниматель, изобретатель, брат Альфреда Нобеля. Николай Черкасов, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. Людмила Руденко, советская шахматистка, вторая чемпионка мира по шахматам и международный гроссмейстер. Николай Кузнецов, советский разведчик, герой Советского Союза. Именины сегодня у Ивана, Ираклия, Константина, Николая, Петра, Степана и Федора. Каждый месяц, каждое новое число в календаре приносит с собой изменения и новшества, которые затрагивают все аспекты нашей жизни. И июль 26 года не стал исключением. В этом месяце вступили в силу многочисленные изменения в законодательстве, которые коснулись самых разных сфер. В нашей постоянной рубрике сегодня мы расскажем, как нововведения в системе быстрых платежей изменят нашу жизнь и повысят финансовые операции. С 1 июля 2026 года банки начнут передавать идентификационный номер налогоплательщика при переводах через систему быстрых платежей. Разбираемся, что изменится для физических лиц, нужно ли привязывать ИНН к переводам или придется клиентам банков предпринимать какие-либо другие действия. Главное техническое изменение заключается в том, что ИНН при переводах будет передаваться в обязательном порядке внутри межбанковской системы.
Ранее этот реквизит использовался выборочно или не включался в состав платежного получения совсем. С июля 2026 года банк-отправитель обязан автоматически прикреплять налоговый идентификатор плательщика к транзакции, направляемой через систему быстрых платежей. Банк-получатель, в свою очередь, будет сопоставлять эти сведения на своей стороне. Изменения 2026 года затронут следующие типы операций через систему быстрых платежей. Это обычные переводы по номеру телефона между счетами разных граждан, оплата товаров, работ или услуг в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая расчеты по QR-кодам. Основная причина нововведения – глобальная защита от мошенников и пресечение теневых финансовых потоков. Для большинства граждан новые правила системы быстрых платежей не повлекут за собой никаких бытовых сложностей. Ответ на главный вопрос плательщиков – нужно ли ИНН для перевода вводить вручную – отрицательный. Специально запрашивать документ у каждого пользователя финансовые организации не станут. Эти данные уже зафиксированы в банковских досье, так как предоставляются гражданами при первом открытии текущего счета или вклада. Программа автоматически подставит нужные цифры в технические параметры платежа. Знайте свои права. Ну что ж, важные даты этого дня мы с вами все отметили и записали. Тогда возьмите и запишите еще одну дату – 9 августа. В этот день в Старом Городе пройдет второй книжный фестиваль «Книговорот в Старом Городе». Приурочен он к Всемирному дню книголюбов, так что повод собраться самый что ни на есть книжный. В прошлом году, говорят, было очень многолюдно и душевно, а в этом году будет еще интересней. Подробности о фестивале мы узнаем из первых уст. У нас в гостях сегодня Дмитрий Руфов, методист музейно-образовательной деятельности Музея истории города Якутска. Доброе утро. Здравствуйте. Подскажите, откуда вообще взялась идея такого фестиваля? Это что-то лично такое в рамках нашей республики или все-таки это на федеральном уровне? Идея провести фестиваль книговорота к нам пришла неожиданно. Просто в прошлом году, в августе, мы вот думали, чтобы такое провести именно у нас в Старом Городе. Вот, и начали смотреть даты, какие есть в августе. Ну и вот случайно наткнулись вот на Всемирный день книголюбов. Вот, а если брать его историю, он у нас всемирный. И история идет у него из Франции 1995 года. Вот. И по всему миру начали вот отмечать этот день книголюбов. Вот мы сейчас видим фотоархив прошлого года, да? Да. То есть давайте поговорим о том, все-таки, как он проходил, да, и чем второй книговорот будет отличаться от первого. Ну, в прошлом году у нас участвовали коллекционеры, которые именно букинисты, книги коллекционируют. Также централизованная библиотечная система и наша вот национальная библиотека республики участвовала, и Союз писателей. В этом году также традиционно, как библиотеки нас поддержали. В этом году еще нас поддержал литературный музей имени Юнского, Национальный центр Семех и Дом дружбы народов. Так как у нас в этом году год единства и год культуры, мы решили вот к этой дате приурочить мероприятие. Да, ну вот как работает вообще книгообмен, да, можно ли прийти сразу со своей книгой, да, обменяться, либо это все нужно как-то выкупать, покупать, либо можно просто поделиться. Вот как это все работает? Книгообмен, именно буккроссинг, он работает именно... Можете принести с собой книгу из дома, ну, прочитали которую, и можете оставить вот там, и ее заберут. А в свою очередь вы можете забрать книгу, которую вы, допустим, искали долгое время. И это навсегда или нужно возвратить потом ее Нет, хозяину? это навсегда. Навсегда, Да. да? Хорошо, а вот вы сказали, кто-то приносит уникальные какие-то книги, да? Здесь какие-то аукционы будут или что? Выставки будут редких книг. И вот и у коллекционера, которые с выставкой продажей, у них тоже бывают интересные книги. Да. Так, а если говорить все-таки про авторов, будут ли какие-то присутствовать интересные личности, да? Возможно, кто-то захочет получить вот прям книгу из рук автора с автографом. Вот у нас тоже подтвердил участие Союз писателей, так что вот они тоже будут, и можно получить автограф именно от нашего автора. Вот. И также некоторые издательства, как «Полярная звезда», и их авторы тоже
будут участвовать. То есть будет и такая возможность, да? Да. А что кроме книг? Ну, допустим, я вообще далека, да, от мира книг, но хочется почувствовать вот какую-то атмосферу. Может, какая-то интересная программа будет? Мастер-классы будут. Там, насколько я знаю, по реставрации книг, по изготовлению закладок. Потом экскурсии по старому городу будут проводиться. Вот. То есть насыщенная Да, программа? насыщенная программа ожидается. Хорошо, но вообще этот фестиваль у вас приурочен к Дню книголюбов, да? Да. А расскажите про этот день, почему он вообще появился? Появился в целях, чтобы популяризовать чтение среди молодежи, так как вот в наш век нынешний цифровой очень трудно именно, чтобы заинтересовать молодежь. Больше их интересуют короткие видео вот, в социальных сетях. Вот. И фестиваль — это один из тех инструментов, которым можно привлечь именно нашу молодежь к чтению. Ну вот вы, например, относитесь к молодежи тоже, да? Да. И читающей молодежи. Вот Да. какую литературу вы предпочитаете? Возможно, сейчас некоторые телезрители посмотрят на вас и скажут: о, надо прислушаться, я бы тоже захотел взять такую книгу. Ну, тут у нас, у музейных сотрудников есть своя специфика. У нас больше сейчас научной литературы идет, именно исторической. Но я вот стараюсь дома в свободное время художественную литературу читать. Это и наших авторов, там, и фантастику, и лирику. Вот. Ну, надо поддерживать чтение художественной литературы, потому что она расширяет словарный запас, ну, как вот, помогает развивать И кругозор, наверное. и кругозор. Вот. А вот если говорить все-таки, мы уже затронули тему, да, электронной книги, либо вот та самая книга, которую ты можешь открыть, почувствовать аромат, да, печатного издания. На ваше мнение, все-таки в современном мире молодежь должна беречь вот печатное издание, или все-таки электронные гаджеты, они, в принципе, очень хороши тоже для чтения? Тут электронные гаджеты тоже хороши. Допустим, вот не всегда имеется возможность именно прочитать то есть физическую книгу. Особенно вот если это старинная книга, ее можно отсканировать и прочитать так. Вот наша национальная библиотека, они так делают. То есть в электронном доступе к очень редким изданиям Есть, да? допуск можно А получить. вообще, много ли у нас в Якутии читающих на сегодняшний день? Ну вот достаточно. Вот, ну, по крайней мере, вот в 2020 году наша Якутия, она была самым читающим регионом. Но тут статистику они ведут по чтению на Литресе. В этом году, насколько я знаю, Магаданская область, она читающий регион. Давайте вернемся все-таки к нашему книжному фестивалю, да. Будет проходить вновь он на локации Старый город, Да. правильно, да? А как-то можно сориентировать наших телезрителей, потому что бегать по всему Старому городу и искать, где же, В этом, будет сложнее. вот в этом году мы задействовали практически весь Старый город. Но также мы подготовим путеводитель. Вот. И в наших социальных сетях, это в Максе и в ВК, будут размещены вот, анонсы программ и местоположение, где что будет происходить со временем. Так, ну тогда что бы вы посоветовали взять с собой 9 августа на второй книжный фестиваль «Книговорот» в Старом городе, помимо, конечно, книг и хорошего настроения? Ну, как бы с хорошим настроением надо сюда приходить. Ну и то, что вот, как сказать-то, что вот будет ожидать насыщенная программа на книговороте. Вот. Главное, придите. Да, главное, приходите. Берите родных и близких. Да, вот можно с семьей, с детьми, потому что и детские там будут программы, то есть для детей. То есть всей семьей прийти и Да. провести хорошо и с пользой время. Да. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы уверены, что «Книговорот» в Старом городе пройдет на ура 9 августа. Спасибо. Конечно, многие верят, что у нас, значит,
Вообще, «Книговорот» — это, конечно, фестиваль классный, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы на этот фестиваль пришли как можно больше людей, ведь именно здесь книги путешествуют, находят новых читателей и дарят радость общения с литературой. Но знаете ли вы, что книги могут не только расширить кругозор, но и повлиять на наше настроение и события вашей жизни в целом? И вот поэтому мы плавно переходим к нашей следующей теме, которая тесно связана с литературой. И это гороскоп. Овен. Для овнов продолжается период энергичности, активности и вспыльчивости. Возможны словесные перепалки и столкновения с окружающими. Энергии как будто много, но она быстро расходуется по пустякам из-за импульсивности, раздражительности и просто суеты. Неделя не слишком благоприятная. Главное — сохранять спокойствие. Телец. Для тельцов неделя положительная. Расчетливость и прагматичность будут играть вам на руку. Ясность мышления поможет найти выгоду и реализовать ваши практические интересы. Близнецы. Для близнецов неделя связана с флиртом, а может быть и вспышками страсти. Хорошо заниматься танцами или гимнастикой. В том числе благоприятно начать делать это, если давно собирались. Неделя для вас благоприятная. Рак. Для раков неделя может быть связана с конфликтами и обидами. Возможно, вы находитесь в рассудительном и вдумчивом состоянии, но окружающие как будто специально задевают вас, создают поводы для конфликтов и ссор. Может быть ощущение, что мир ополчился против вас. Лев. Львы будут полны энергии и решимости, поэтому неделя исключительно хороша для новых начинаний, проектов, требующих настойчивости и энергичности, а также для занятий спортом и других состязаний. Дева. Девам наконец-то повезет. Вдумчивость и организованность, а также усиливающийся оптимизм помогут вам правильно спланировать ваше время и энергию и достичь успеха. Неделя хороша для деловых задач, планирования и вообще для умственной работы. Весы. Для весов неделя очень напряженная. Раздражительность, конфликты, словесные перебранки – все это может сопутствовать вам в том или ином виде. Не стоит возлагать слишком большие ожидания на эту неделю. Смягчать ситуацию будет взаимодействие с прекрасным, на котором и стоит сделать акцент. Скорпион. Для скорпионов неделя положительная. Особая точность мышления и вера в себя помогут вам правильно распорядиться своими силами и временем. Хорошо будет максимально посвятить себя работе, требующей ясности мышления и организованности. Стрелец. Стрельцы будут ощущать особую позитивную энергичность. Прилив сил, уверенности в себе, хорошего настроения помогут вам добиться многого. Однако по-прежнему вы можете быть бесчувственны к чужим эмоциям и не готовы идти на компромисс в отношениях. Козерог. Для козерогов неделя скорее напряженная. Перепады в уровне энергии будут мешать работе, а досадные ошибки или рассеянность не позволят заняться планированием. Остается попытаться переждать этот период и не назначать важных дел. Водолей. Водолеи будут ощущать прилив положительной энергии и решимости. Если вы приложите некоторые усилия, вам удастся действовать очень эффективно и сделать многое из того, что вы планировали ранее. Рыбы. Для рыб неделя положительная. Она особо способствует тому, чтобы общение с окружающими прошло уверенно, гармонично и без лишних ошибок. Вы можете зарядить своей уверенностью и тех, с кем будете общаться. Неделя хороша для выступлений, диалогов и обсуждений. Многие верят, что звезды и астрологические прогнозы могут влиять на нашу жизнь. Но знаете ли вы, что иногда наши мечты и стремления идут гораздо дальше, чем просто ежедневные гороскопы? А сегодня мы хотим рассказать вам удивительную историю о девочке, которая живет в мире своих мечтаний и надежд. Ее сердце полно стремлений и желаний. И среди всех ее мечтаний есть одно особенное – мечта о семье. Творчество – ее стихия. Вика рисует, делает поделки, танцует и постоянно участвует в конкурсах. Ее талант оценили на всероссийском уровне. Она победила в конкурсе «Глазами детей», но на достигнутом останавливаться не собирается. Я вхожу в коллектив нашего центра по танцам, где мы активно участвуем в танцах.
и мероприятиях с конкурсами. Еще в этом учебном году я вступила в школьную сборную команду по баскетболу среди девушек. Но главная страсть Вики – это кухня. Она любит готовить и делает это с душой. Для нее повар не просто профессия, а призвание. Я хочу поступать на повара, ведь думаю, что повар – это тоже престижно. И в моих мечтах стать шеф-поваром в престижном ресторане или открыть уже свое дело. Усидчивость и терпение – ее конек. Она из тех людей, которые доводят любое дело до конца. В общении со сверстниками Вика пользуется авторитетом. Она не конфликтный человек. И, как говорится, она умеет сглаживать острые углы. Вика из тех детей, на которых можно положиться. Если она что-то пообещала, она это сделает и доведет дело до конца. Она ответственно относится к своим обязанностям и делает все добросовестно. Для воспитателей Вика является правой рукой, то бишь главной помощницей. И по дому, и по хозяйству помогает присматривать за младшими. С младшими воспитанниками она ведет себя как старший наставник, всегда поможет и подскажет. Несмотря на свой юный возраст, Вика уже многого добилась, но в душе она мечтает о простом человеческом счастье. Для меня близкие люди – это те, которые умеют слушать и понимать меня без слов. И с которыми мне всегда спокойно и весело. Ведь семья – это то, где тебя воспринимают такой, какая ты есть. Вике очень нужна семья, которая будет ее любить, ценить, оберегать и поддерживать во всех начинаниях. Семья, в которой ее таланты оценят по достоинству, а душу согреют теплом. И, возможно, именно вы можете подарить Вике этот мир и понимание. Ну а сейчас давайте перенесемся в Магадан, где прошел юбилейный забег в ползунках. На старт вышли самые юные спортсмены региона и малышам, которым вообще даже и нет и года. Кто-то уверенно полз к финишу, кто-то отвлекался на игрушки и зрителей, но проигравших в этих соревнованиях точно не было. Подробности узнаем далее. На этих соревнованиях спортивные титулы родителей не имеют никакого значения. В забеге в ползунках все зависит только от настроения самых маленьких участников. До финиша Савелию Мирзаеву оставалось всего несколько метров, но в самый ответственный момент его внимание привлекла наша камера. Любопытство оказалось сильнее желания прийти первым. Давай. На мой взгляд, на наш взгляд, женой, конечно, он мог лучше пройти, если бы не отвлекла камеру. Он очень любопытный ребенок у нас, поэтому полпути его пробежал спокойно, а потом просто отвлекся на камеру. Конечно, бывает, ничего страшного. Тут самое главное, потому что не победа, это еще не чемпионские какие-то олимпийские игры, а просто, можно сказать, такое мероприятие для более социализации детей. Поэтому ребенок пришел, увидел что-то новое, интересное, увидел много людей, попробовал себя в каких-то догонялках, это уже хорошо, замечательно. На этой трассе победить было непросто. Одни малыши уверенно ползли к финишу, другие неожиданно теряли интерес и меняли маршрут. Самыми эмоциональными участниками, пожалуй, стали родители. Они хлопали, звали малышей по имени, показывали любимые игрушки и были готовы на все, лишь бы их маленький спортсмен добрался до финиша первым. Как только мы узнали о предстоящем мероприятии, мы даже ни на секунду не задумывались, потому что наш ребенок довольно активный. Супруга говорит: смотри, давай поучаствуем. И, в принципе, старшая дочь, немного потренировавшись с маленькой нашей Кирой, мы поняли, что мы готовы принять участие в этом соревновании и победить. Наша цель – победить. Забег в ползунках прошел в спорткомплексе «Территория спорта». В этом году на старт вышли 30 малышей от 6 до 12 месяцев. Соревнования проходят уже в 5-й раз и давно стали доброй традицией, объединяющей родителей и детей. Забег в ползунках – это не только про программы здравоохранения совместно с нашими партнерами территории спорта, но и в целом вовлечение подрастающего поколения в спортивную жизнь. Ведь когда с такого маленького возраста наши юные чемпионы уже выходят на линию старта,
пересекают финиш. Я уверен, что вот здесь сегодня, на этих кортах, мы с вами видели будущих чемпионов в различных видах спорта от Магаданской области. Кто-то в этот день получил медаль, кто-то памятный подарок, но главным призом для родителей стали улыбки малышей, которые, возможно, сделали свои самые первые шаги к большим спортивным победам. Демид Журавлев, Михаил Федоров. Эхо дня. Замечательное событие лета, когда действительно смотришь на этих малышей, и прекрасная погода, и, конечно, это обмен эмоциями. Здорово. Ну а в целом, конечно, лето – это пора, когда природа щедро одаривает нас свежими ягодами и сочными фруктами. И что может быть лучше, чем превратить эти дары в природы в настоящий витаминный коктейль? Смотрим, запоминаем и берем на заметку наш рецепт. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить два вкусных и полезных смузи, которые помогут вам поддерживать свой организм. Для начала мы приготовим фруктовый смузи. Первое смузи фруктово-лимонное. Для него нам понадобятся такие ингредиенты, как яблоки, бананы и лимон, ведь он служит главным источником витамина С. Молоко или вода, на ваше усмотрение. Для начала нарезаем яблоки на мелкие кубики, после чего добавляем в блендер. Затем режем бананы и лимон. Все вместе кладем в блендер и закрываем. Осталось закрепить настойку. Нажимаем режим смузи и ждем пару секунд. И наш быстрый полезный завтрак готов. Второе смузи – ягодно-манговое. Сначала нам нужно нарезать клубнику. Можно добавить как свежую, так и замороженную. После чего мы добавляем манго, йогурт, желательно питьевой. И опять же, воду или же молоко. Ну а мы добавили воду из шейкера. Также на ваше усмотрение вы можете использовать лед. В наши якутские холодные зимы нам так не хватает витаминов. Поэтому летом, когда у нас огромное разнообразие тропических фруктов, мы можем запастись витаминами для нашего организма. Приятного аппетита! Лето в этом году у нас в Якутии выдалось жаркое. Конечно, вот несмотря на то, что последние дни дожди, но а в целом, конечно, лес уже вовсю наполняется дарами. Я думаю, многие из вас уже поглядывают на свои ведра и собираются в лес. Однако, как это делать правильно, чтобы не навредить природе и себе? Поговорим сегодня с гостем в нашей студии. Знакомьтесь, это Андрей Корнилов, руководитель департамента лесного хозяйства Министерства экологии Якутии. И давайте поговорим на очень серьезную тему. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, когда в целом начинается у нас сезон сбора ягод и плодов? 30 июня распоряжением Министерства экологии установлены сроки сбора вот как раз ягод, растений. Это для граждан, для собственных нужд. Угу. То есть раньше нельзя, позже можно? Смотрите, тут дело в том, что многие начинают собирать ягоды, вот, растения, да, не дожидаясь полного созревания. Это неминуемо влечет к повреждению как раз растений. И поэтому сроки устанавливаются как раз с учетом климатических зон и погодных факторов. Вот, поэтому это очень важно, да? Да. Но в целом сегодня, конечно, мы все видим в социальных сетях видео сбора земляники. Вот когда все-таки можно начинать и в целом, наверное, следующая ягода, это, наверное, уже голубичный сезон, да, голубика. Да, ну и красно-черная смородина. Смотрите, в этом году очень такой обильный урожай. Видно, все видят, что очень 10-15 июля установлены как раз сроки. Это в Ангинском, Тадинском, Черопинских районах, где вот как раз пошел сбор урожая земляники. И очень довольно такой обильный. 16 и получается красная смородина у нас 16 июля. Это в Вилюйском, Верхнем Вилюйском районах. И 7 августа, это, не ошибаюсь, это в Минском районе. Кроме того, у нас, как знаете, собирается этот сбор голубики. Он начнется уже с 21 августа. Это в Ангинском районе. И у нас идет, конечно, вот, сбор орехов, кедровых орехов. Это примерно идет 25 августа уже. И кедровые орехи у нас можно собрать? Да. А на территории каких улус? Это Алекманский, Ленский район. Вот так вот, да? Хорошо. А где вообще можно ознакомиться вот с установленными сроками, да? Потому что вот
все-таки хочется правильно собирать ягоду, а не когда захотелось. Да? Да, мы ежегодно выносим распоряжения, которые как раз размещаем на сайте Министерства экологии. То есть граждане могут зайти на сайт и посмотреть уже непосредственно сроки. Угу. Ну вот вы уже сказали о том, что земляники в этом году очень много, да? С чем это вообще связано? Ой, такой обильный урожай как раз у нас сочетается погодными факторами. Это вот очень жаркое лето, и было накоплено хорошо в растениях влаги, в результате чего как раз вот данные факторы повлияли на плодоносность растений. Угу. А вот есть такой вопрос, наверное, который волнует всех. Где найти те самые ягодные места? Потому что, ну, как бы, конечно, сарафанное радио работает, да, мы примерно понимаем, кто-то где-то посоветовал. А есть ли какие-то карты, условно, да, или, может быть, какие-то, ну, не знаю, указатели, что вот в этом районе сегодня можно и там много? Понимаю, вопрос такой. Но, официально карт таких, где вот имеется сбор ягод, нет. Данные знают только, вот, где хорошо собирают, это вот местные жители, которые, вот, как вы сказали, сарафанное радио, которые передают своим детям, то есть это как бы семейная ценность. То есть и так просто они вряд ли скажут, что это секрет, да? Но вот мы все-таки говорим про историю, когда мы собираем ягоды только для себя и для своей семьи. Что делать, если вдруг мы решили на этом подзаработать, условно? То есть собрать большие объемы для продажи? Дело в том, что если вы хотите зарабатывать, то есть на сборах ягод и лекарственных растений, то необходимо уже заключить договор аренды лесного участка. Это уже платно. А для собственных это уже бесплатно. Угу. Так, а скоро август, как раз-таки дожди вот сейчас у нас обильные проходят, начинается сезон грибов, да? Как правильно собирать грибы? Здесь есть тоже, наверное, какие-то ограничения, правила? Вот как раз по грибам ограничений нету, есть как бы такие правила, где это вот непосредственно как его собирать. То есть разрезать необходимо либо ножом, либо скрутить, то есть не повредив вот почву. Угу. А вот если говорить, все-таки опять вернемся к ягодной теме, коль уж она сейчас актуальна, да? Может быть, есть какие-то практические советы, которые вы бы дали тем, кто любит собирать ягоды? Ну, самый главный совет, это вот, который, это нарушение правил пожарной безопасности, санитарной безопасности, это необходимо. То есть не разжигать костер в открытом месте, под деревьями, то есть не мусорить. Да, то есть из-за мусора могут быть возникают пожары, то есть необходимо также очень много, когда люди идут в лес, то есть уже начинают, бывает, что и могут заблудиться. То есть необходимо предупредить кого-то, своих родственников, знакомых, да, то есть ориентир необходимо взять какой-то пенек, какое-то дерево там специальное, да, как упавшее. А если мы говорим все-таки про сроки, да, которые мы сегодня обсудили сами, это вот такая главная тема, да, если нарушают сроки, за это полагаются штрафы или еще что? Ну, да, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков и сбора каких-то растений. Это у нас получается от граждан, по-моему, там от 200 до 400 рублей, а на должностных от 1000 до 2000, и на юрлиц от 5 до 10 тысяч. Это статья 8.25, часть 3. То есть лучше перед тем, как отправляйтесь в лес, посмотреть сроки, дабы не получить вот такие штрафы, достаточно неприятные, да? Ну, а вы сами собираете ягоду? Интересно, вот как руководители Департамента лесного хозяйства Министерства экологии Республики. Да, я непосредственно собираю, вырос в Алекумском районе, и ежегодно мы там, я помню, как все детство собирал голубику. Ну, там хорошо растет и голубика, брусника, там красная, черная смородина, малина. Поэтому советуем всем отправляться в Алекумский район, да? Ну, далековато, но советую. А лучше нет, лучше пускай это останется жителям Алекумского района, да? Спасибо большое за столь подробную информацию. Конечно, казалось бы, вроде бы, ну, собираем ягоду, да собираем, а ведь на самом деле это надо делать грамотно, правильно, дабы, как мы уже сказали, не навредить себе и нашей окружающей среде. Еще раз спасибо большое, и я думаю, эта полезная информация сегодня будет актуальна для многих наших телезрителей. Ну а сейчас давайте передадим слово вновь нашим коллегам из новостного отдела и узнаем, какие же новости произошли за прошедшие дни на территории нашей Якутии и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов. Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос поддержки наших солдат, офицеров, сотрудников правоохранительных органов и их близких – ключевой приоритет в работе депутатов. Предлагаемые нормы позволят проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты. Действующее законодательство не определяет момента, с учетом которого должны индексироваться размеры подобных пособий. В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы. Инновационное устройство использует ультразвуковую абляцию, новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов. Разработку выполнили с применением отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%. Высокотехнологичное устройство разработали в Центре мозга и нейротехнологии ФМБА совместно с госкорпорацией Ростех. Ну а тем временем МВД подготовило изменения в регламент сдачи экзаменов на права. Проект приказа ведомства о внесении изменений в административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Изменения требуются для реализации майского постановления правительства России, меняющего правила сдачи экзамена на водительские права, а также закона о безопасности дорожного движения. Согласно изменениям, итоги экзамена аннулируют, если сдающего уличат в использовании средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронного вычислительной техники, справочных материалов и прочих средств хранения и передачи информации. В связи с этим проект приказа МВД дополняет регламент аналогичной нормой. В рынке в Якутске начался сезон местной сельхозпродукции. Свежие овощи и ягоды активно поставляют на прилавки фермерские хозяйства из Сабаги, Покровска и Тулагина. Сегодня килограмм огурцов или томатов можно приобрести в среднем за 350 рублей, а спелую клубнику за 2000. Горожане признаются, что столь высокая стоимость сезонного урожая ощутимо бьет по кошелькам. Местные же производители объясняют ценовую политику обострившейся в этом году конкуренции, которая заметно усложняет сбыт товара. Если бы это не было как хобби, то нету большого смысла выращивать. То есть это надо любить, тогда это имеет смысл. Вот сейчас вот походите по рынку, найдите еще огородников. Раньше огородников было много, а сейчас все огородники закончили свою деятельность. Кого-то вот не устраивает, что люди все хотят подешевле, а без всякой химии как бы подешевле вырастить не получается. Соответственно, цена немножко повыше, чем на привозное. День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу, и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми. Думаю, цитата, это положительно скажется и на демографии. У родителей первоклассников появится еще один особенный день, посвященный ребенку. Ведь детей нужно поддерживать, особенно в такой важный момент, добавил он. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». 105 детей Мирнинского района вместо отрядных дискотек штурмовали полосу препятствий в касках и светоотражающих жилетах. На базе лагеря «Орленок» корпоративный университет «Алроса» провел для ребят фестиваль безопасности. Юные орлята изучили и примерили средства индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий на велосипедах и посоревновались в интерактивных заданиях. Фестиваль – шаг к подготовке будущих профессионалов, которые позаботятся о безопасности, условиях труда и защите жизни и здоровья сотрудников компании. Тематические мероприятия для детей организовали «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей страны. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Таким был наш эфир понедельника. Завершить его хотим мы на позитивной ноте, погрузившись вновь в удивительный мир природы. Инженеры BBS отправились на дно океана, где
установили робота со скрытой камерой, чтобы тот растворился среди настоящих ракообразных и показал их тайную жизнь. Эксперимент превратился в невероятную сцену, когда на колонию напал голодный скат, способный съедать десятки крабов за день. У крабов оказалась почти военная система обороны. Сильные особи закрывают с собой слабых и прячут их в центре живой брони. Но робот не знал этих правил и остался один на песке, став легкой целью для хищников. Вот сейчас мы видим эти кадры, скат, крабы. Робота пока здесь не видно, но он есть, собственно, он это все снимает. Когда скат повредил металлического чужака, произошло неожиданное. Настоящие крабы бросили укрытие и окружили его своими панцирями. Дикие существа рискнули с собой ради машины из пластика и металла, доказав, что даже в жестоком мире природы иногда побеждает солидарность. Добрая новость, да, есть что обсудить, возможно, сейчас, если вы только проснулись, либо находитесь за чашечкой утреннего кофе. Ну а в целом, конечно, мы напоминаем вам о том, что «Утро Якутии» работает в прямом эфире каждый день для вас, дорогие телезрители. В 7:00 на 2 телеканалах, это «Якутия-24», НВК «Саха», мы вещаем для вас. Ну а сегодня, конечно, одной из главных новостей является, какая у нас погода, которая на данный момент переменчива. В центральных районах сегодня до плюс 22, в Заречной до 23, в Южных 25, в Вилюйской 24, в Нижнеленских максимальная температура 22, в Западных 24, в Колыме-Дигирской группе до плюс 16, в Янских аналогично, ну а на северо-западе ожидается до плюс 25. А у нас в столице температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. А вот температура воздуха днем ожидается до плюс 25 градусов. Поэтому зонтики можно сегодня оставить дома, конечно, надеть легкую одежду. Ну а завтра мы вновь в 7:00 скажем вам доброе утро. Хорошего всем дня.